Урок 64. В музее Атамекен. Ты научишься слушать и понимать текст, составлять предложения, вспомнишь, что такое главная и второстепенная информация, узнаешь, какой предлог указывает на совместное действие. Упражнение 1. Послушай текст. Когда отмечают Международный день музеев? QR-кодты қосып, мәтінді тыңдап шығамыз. Сұраққа жауап береміз. Международный день музеев отмечают 18 мая. Упражнение 2. Прочитай предложение. О чем оно? Напиши в тетради. Сөйлемді оқимыз, не туралы айтылған, дәптерге жазамыз. Любимый отдых нашей семьи – это поход в музей. Это предложение о любимом виде отдыха семьи. Эта семья любит ходить в музей. Когда ходят в музей, они отдыхают. Упражнение 3. Послушай отрывок из рассказа Армана Айтбасунова. А я видела, в каком музее была девочка, что она увидела. Атамекен. Меня зовут Карина. В воскресенье мы с бабушкой, папой и мамой поехали в музей Атамекен. Долго ходили, ели мороженое и сахарную вату. В самом начале я увидела горку. На ней черной краской кто-то нарисовал разные фигуры людей, животных. Бабушка сказала, что это макет ущелья Тамгалы. «А что такое макет?» – спросила я. Бабушка объяснила, что это точная маленькая копия большого предмета. Потом я увидела макеты железной дороги, разных домов и памятников. Родители устали, сели на скамейку, а бабушка все ходила и смотрела. «Свою страну надо знать», — говорила она. На втором этаже музея были макеты красивых домов Астаны. Я увидела Хан-Шатыр, Байтерек. Потом мне показали необычное здание. Оно было похоже на перевернутую тарелку. Это был цирк. Нам очень понравился музей. Теперь ответим на вопросы. В каком музее была девочка, что она увидела? Карина была в музее Атамекен. Она увидела горку. На ней были нарисованы разные фигуры людей, животных. Потом она увидела макеты железной дороги, разных домов и памятников. Еще она увидела Хан-Шатыр, Байтерек и цирк. Упражнение 4. Прочитай текст и подумай, что его объединяет с текстом задания 3. Чем они отличаются? В каком тексте дана только главная информация, а в какой второстепенная информация? Жаңағы 3-ші жаттығудағы Атамекен мәтіні мен 4-ші жаттығудағы Атамекен мәтінін салыстырамыз. Айырмашылығын табамыз. Атамекен. Мы поехали в музей Атамекен. Я увидела горку. Это макет ущелья Тамгалы. А еще мы видели макеты железной дороги, разных домов и памятников. На втором этаже я увидела макеты зданий Астаны. Это Хан-Шатыр, Байтерек, цирк. Нам понравился музей. В этих текстах рассказывается о музее Атамекен. Отличается тем, что этот текст короче, чем текст упражнения 3. В тексте задания 3 дана второстепенная информация, а в тексте задания 4 дана главная информация. Упражнение 5. Составьте предложение по картинкам. Суретке қарап, сөйлем құрастырамыз. Карина идет в музей с кем? С мамой. Карина идет в музей с кем? С папой. Карина идет в музей с кем? С бабушкой. Карина идет в музей с кем? С мамой, папой и бабушкой. Можно с семьей. Упражнение 6. Продолжи предложение. Напиши в тетради. Сөйлемдерді жалғастырамыз. Сөздерді слова подсказки деген жерден аламыз. Дети здороваются с кем? С учителем. Девочка идет с кем? С бабушкой. Карина поехала в музей с кем? С семьей. Бабушка разговаривала с кем? С внучкой.
И подведем итоги урока. Я узнала, какой предлог указывает на совместное действие. Я научилась понимать текст и составлять предложения.